Коллеги, всем добрый день. Меня видно, слышно? Слышно. Да, слышно, видно. Хорошо, спасибо. Манулатиннары бұл манулан кебеймнече. Аны звукун көрөнө холбана жүрдү окту. Бар ете. Звук. Здравствуйте, меня слышно? Слышно, Ниргустана Николаевна, все нормально, приветствуем вас. Спасибо. Так, күндү муньяк кытаачылара бу время бит болла, 4 час болла. Биги бу бүгүн теряхиммит правительство постановление тула болохтах капсетибитин ону тула терияхтахпит бу бары билергит курдук хыл бүтүйтэ урах ылылан турар бу аксыны 30 чыгылатыгар тыгастатын товарын уран тахаратчыларга господдержка тугунан постановление ылыбытын бары бекке ден билен олорогут. Бу бүгүнгү муньяк бытыгар бихека бүгүн Антонина Афанасьевна Григорьева кыттыынылар биги ыл түбемит хавалтатыттан Виктор Николаевич Губерев колбонуктах, Иван Иванович Данилов ыл түмен бюджет комитетин члена, он туханах министерстволар, ведомстволар халаячылары кытталлар. Вот. Ол курдук оттун
Биһи постановление тула кэпсэтиибитин хаҕалыыр буоллахпытына норуоту хамай долгуппут бу субсидия хаамыыта берээдэгэ долгутар норуоту улиһин хайдах ол оҥоһулларын месетиэр хайдах тэриллерин туһунан кэпсэтиигитыахтаахпут ону таһынан ханнык документнерго олоҕурон ол көмө оҥоһуллуохтаҕан иин ырытарга биһи экономика министерствотыттан, финансы министерствотыттан, онна статистика территориальный органыттан, налоговый территориальный органыттан туханнах специалисттары ыңыраммыт ихияка быхарар курдук үлебитин ытыахпытын багарабыт. Вот. Оттон хүрүннән постановление тула кэпсэтиибит териллиэҕа, ону таһынан вопростарга кийдахпитнэ бу ыйыллыбыт салаячыларга муньяхпыт кыттаачылара вопрос перехатын сөп. Бу манна меха ыйыты кидде нуччалы тагытту хакалы тагытту ден мин ханабар бу документтары ырытар терехин онна муньях нуччатылынан барара табыгастах пола диханыбын. Вот онна бу эти кирбитинен бу хас билинге туругунан отуталта киһи кыттан олорор теряхиммитигер улустартан кыттаачылар бааллар бу бирдилен жон кирен эреллер тыл этергетигер микрофон мутун бягыт колбоногут онна кылгастык регламент курдук киллерия хаден этилиахпин регламентга тыл этачилер хүрүннәчилер терилтелер халаячылара 5 минут ден этикиллеребин оттон вопрос берячи ыйтачы 3 минута ден регламентны тутухарга ыңырабын. Вот. Тохту тихан баран бихеха правительство председателя Холбуячи Никифоров холбанохтах, кени бихитни херетте блин, аты мунья колора ролихин вичас курдугунан холбаном дебита. Так, ну, дорогие друзья, начинаем наш круглый стол издательского дома Ил-Тюмень, посвященный вопросам реализации постановления правительства об утверждении порядка предоставления расходования субвенций и государственного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. Вот этот документ я держу в руках. Сегодня в нашем мероприятии принимают участие представители правительства, руководство нашего парламента в лице Антонины Афанасьевны Григорьевой, члена бюджетного комитета Данилова Ивана Ивановича. Чуть попозже к нам подключится Губарев Виктор Николаевич и далее представители Министерства государственного имущества, также Министерства финансов, Министерства экономического развития, представители налоговой службы, представители статистического нашего управления, да, как правильно говорить, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха-Якутия, а также вот присоединился тоже наш коллега Дорогань Андрей Николаевич. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Ну и сейчас на данный момент принимают участие 44 участника. Вот. Разрешите слово предоставить заместителю председателя Государственного собрания Ил-Тюмень Антонине Афанасьевне Григорьевой. Антонина Афанасьевна, пожалуйста. Антонина Афанасьевна, подключите, пожалуйста, звук. Микрофон сами подключаете. Слышно. Добрый вечер, уважаемые участники круглого стола. В соответствии с изменениями, принятыми изменениями Государственным собранием Ил-Тюмень, закон о наделении органов местного самоуправления, муниципальных, районных и городских округов полномочиями, отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства принято 30 декабря 2020 года постановление правительства номер 445. Я не буду вдаваться во все подробности, да, во все пункты этого постановления. Здесь сидит компетентное сообщество, здесь дело. Поэтому я остановлюсь коротко очень на некоторых моментах. Так? Ну, это очень хорошее постановление, которое
с которым появляются новые субсидии, направленные на развитие и на приобретение, кроме зерна, кормов, минерального удобрения, других средств и защиты растений. Постановление правительства от 30 декабря 2020 года номер 445 выделены субсидии, имеющие субсидиевой характер в форме аккредитива. И главное условие, конечно, кроме вот, данного наличия нормативно-правового акта на муниципальном уровне. И в этом акте, значит, во всех, согласно этому акту, например, во всех муниципальных образованиях, городских округах идет отбор, я думаю, уже закончен, отбор получателей. Уже определены районные платежи, лимиты, кассовый план утвержден, и по которому, согласно которому будут открыты счета в федеральном казначействе. Вот как мне объяснили, вот каждый вуз уже получил деньги на выделение аккредитив на эти субсидии. И главный вот документ, значит, нормативно-правовой акт, это порядок постановления главы муниципального района или городского округа, в котором обязательно управление сельского хозяйства определяет, вот, или деньги пойдут, этот аккредитив субсидия непосредственно заготовителям, и через них дойдет до непосредственно, или идут прямой вот, выделение субсидий личным подсобным хозяйством. Поэтому вот это большую роль играет именно управление сельского хозяйства и органы местного самоуправления на местах. Соответственно, и контроль, и ответственность за достоверность предоставляемой отчетности. Да? И значит, если когда вот это постановление конкретизировано на уровне УИСа, уже через открытие в федеральном казначействе, значит, вводятся эти данные, и по плану они должны адресно получатели получить субсидии уже в этом году, так как уже аккредитивы выделены конкретно на каждый вуз, на каждый район. Ну, в целом, значит, мы как законодатели участие, значит, в организации вот этого плане уже вот контроля, да, и, но на самом деле, конечно, министерство, вот, они сейчас выступят, осуществляет контроль за организацией, эффективностью реализации данных полномочий, значит, переданных органам местного самоуправления. Я думаю, при хорошей организации, при грамотном оформлении нормативно-правовых актов, значит, этот процесс пройдет очень успешно, эффективно. И уже через пару, ну, определенный промежуток времени, насколько какие недостатки имеются, или наоборот, это хорошо, да? Сейчас сразу начало года, поэтому ничего не можем. Так, Антонина Афанасьевна, вот пишут, что плохо было слышно. Вот последнее предложение, можно вас попросить повторить, там что-то со связью, вот пишут, плохо слышно. Так, ну, у нас связь, не знаю, вот мне вас очень хорошо слышно. Так, мы, вот последнее предложение, то, что мы говорим, вот нужно обязательно условия вот этого постановления, да, там, вот на мой взгляд, самое основное – это грамотное оформление нормативно-правовых актов на уровне муниципалитетов, городских округов. И там уже все определяется постановлением глав. Да? И потом уже контроль за эффективностью, целевым использованием и так далее. Поэтому я думаю, вот все этапы, процессы
Вот это очень, на самом деле, хорошее, прогрессивное начало по поддержке сельского хозяйства. И раньше поддерживалось, но сейчас более объемно, более вот конкретно, да? Поэтому, я думаю, мы должны получить при соответствующем, значит, при соблюдении требований вот этого постановления, так? Это первое условие. А второе условие, на мой взгляд, это нормативно-правовой акт на уровне муниципалитета. И третий этап – это контроль. И отчет. Все эти процессы, если мы будем соблюдать, будет организовано на должном уровне, так, то, значит, вопросов не должно быть. Должны дать хорошие результаты. Ага. Хорошо. Ага. Спасибо, Антонина Афанасьевна. Спасибо большое. Вот к нам подключились наши коллеги Феодосия Васильевна Габышева, Владимир Михайлович Прокопьев, Родион Капитонович Зорин из Ленского улуса. Также вижу, что у нас география вот сейчас расширяться начала. Подключились Статинский УСХ, Момский улус, Амгинский улус. Я вижу, что это, конечно, очень хорошо. Значит, как раз мы для районов, для местных представителей местных органов власти как раз это мероприятие сегодня проводим. И раз, значит, Антонина Афанасьевна заострила наше внимание действительно на том, что на уровне муниципалитетов должны быть приняты акты соответствующие для того, чтобы на местах эту работу организовать на должном уровне. И вот сейчас у нас принимает участие Василий Владимирович Афанасьев. Он предупредил нас, что в половине шестого нас покинет на другое совещание. Поэтому вниманию районов, в основном улусы, будете задавать, успеваете задать все вас интересующие вопросы. Если есть Василию Владимировичу, он у нас участвует до 17:00. Но еще надеемся, что у нас Михаил Викторович подключится в 5 часов, и я думаю, что у него тоже будет что сказать и сможет ответить на ваши вопросы. Василий Владимирович, значит, как сказала Антонина Афанасьевна, значит, сейчас муниципалитеты должны на своем уровне тоже организовать эту работу. Как эта работа сейчас идет, на какой стадии? Все ли муниципалитеты у нас методологическую помощь получили в этом плане? Хотелось бы от вас услышать. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня хорошо слышно, да? Да, очень хорошо. Слушаем вас. Ну, начиная с выхода постановления номер 445 до 30 декабря мы очень плотно с муниципальными образованиями отрабатываем по разработке нормативно-правовых муниципальных актов. На сегодняшний день мы всем муниципальным образованиям направили проекты порядков, да, рекомендованных, какие мы хотим видеть, да, чтобы районы без ошибок сделали. Мы всем районам направили, и на сегодняшний день районы работают. До 1 февраля, согласно договоренности, да, с муниципальными образованиями, мы должны подписать соглашение о передаче полномочий, в рамках которых мы будем утверждать плановые задания и утверждать финансовые средства, которые доведены до следующих районов. Напомним то, что у нас в феврале месяце в кассовом плане стоит более 2 миллиардов рублей на осуществление полномочий, переданных муниципальным образованием. И данные финансовые средства мы будем направлять после подписания соглашений. На сегодняшний день соглашение подписал только один район, муниципальный район. Остальные муниципальные районы... Какой район подписал? Я сейчас, к сожалению, пока не могу сказать. Но все остальные районы у нас на сегодняшний день отрабатывают по объемам финансирования и по объемам выполнения плановых заданий и делают отбор получателей субсидий. Сразу, пока мы от этого вопроса далеко не ушли, до какого срока муниципалитеты должны подписать эти соглашения? Ну, мы изначально договаривались, что 1 февраля. Но на сегодняшний день я так подозреваю, что больше половины районов до 1 февраля не успеют. Но в течение февраля месяца мы будем по мере согласования с нами данных по доведенным заданиям подписывать соглашения и перечислять финансовые средства согласно кассовому плану.
Мгм. Напомню то, что у нас в феврале стоит 50% авансирования заготовки молока за год. Ага. Василий Владимирович, но мне кажется, все это же не просто так, вот какую дату захотели, такую назначили. Есть же бюджетный кодекс и так далее, и это же даты все строго регламентированы, и сегодня на дворе у нас получается 26 число, срок был до 1 февраля, осталось у нас всего неделя, и всего из 35 муниципалитетов подписали 1. Так, вообще какой будет крайний срок в таком случае? Ну, Если вы у нас такого нету, крайний срок. Да, мы по мере того, как будут подписаны соглашения с муниципальными районами, да, будем направлять финансовые средства тем районам, которые подписали соглашение. То есть у нас как такового жесткого графика нету, но мы считаем то, что до конца февраля мы должны со всеми районами подписать соглашение для того, чтобы план финансирования на февраль освоить полностью. Так, в этом месте я бы хотела услышать Надежду Иннокентьевну Филиппову, замминистра финансов. Надежда Иннокентьевна, вы у нас присутствуете, да? Да, мы здесь, ага. Здравствуйте, Надежда Иннокентьевна, вижу вас теперь, ага, спасибо. Значит, прошу прокомментировать Василия Владимировича. Слышали, да, о чем разговор? Да, насчет подписания соглашения вопрос стоит. И как требование у нас какое, да? У нас уполномоченным органом является Министерство сельского хозяйства. Полномочия переданы и субвенции передаются всем муниципальным образованиям районов и городских округов. Подписание соглашения не регламентировано, но здесь надо учесть то условие, что деньги будут финансироваться только после подписания соглашения. Чем быстрее, тем лучше. Вот Василий Владимирович сказал, что у нас в кассовом плане на февраль месяц больше 2 миллиардов рублей. Уже это субвенция. Оно должно идти и на авансирование молока, и на поголовье коров, да, которые у нас по новому механизму. Поэтому все районы должны ускориться. Если Минсельхоз поставил срок до 1 февраля, значит, до 1 февраля все муниципальные образования должны уже направить свои проекты порядков, которые они уже разработали. Министерство сельского хозяйства проверяет эти порядки и после этого только подписывает соглашение, чтобы не было нарушений по предоставлению субсидий сельхозтоваропроизводителям. Эта работа сейчас идет очень усиленно. Надежда Иннокентьевна, ну вот вы говорите, что должны проверить эти порядки, значит, эти порядки не типовые, они будут адаптированы, исходя из особенностей каждого муниципалитета, так выходит? Типовой порядок Минсельхоз сделал, но на самом-то деле порядок типовым не может быть. Каждое муниципальное образование района и городского округа должен принять свой порядок. Оно должно быть в виде постановления администрации, как нормативно-правовой акт, и подписан главой района. Ага. Но так как речь идет о бюджетных средствах, мы же сейчас знаем, что много контрольных органов, которые потом будут проверять целевое использование этих средств. Опять-таки же те нарушения, которые будут допущены при исполнении этого порядка, который должен согласовать район с министерством, подписать соглашение. В этом плане же у вас есть местные органы финансовые, да, финансовые комитеты на местах, в муниципалитетах. Как они участвуют в этой договорной работе, как они участвуют в принятии этих своих местных порядков финансирования данной господдержки? Финансовые органы, они подчиняются главе администрации муниципального района, они уже давно вышли из структуры Министерства финансов, они напрямую работают по финансовым вопросам с главой, и самую главную роль в этом должен играть управление сельского хозяйства. Все мы знаем, что в рамках передаваемых полномочий мы передаем содержание этих управлений сельского хозяйства. Самый главный дирижер – это работники управления сельского хозяйства. Но здесь мы не говорим, что финансисты должны сидеть на стороне. Они будут санкционировать эти расходы, и поэтому все порядки должны быть тоже согласованы с финансовыми органами.
Мгм. И, Я еще добавлю, да, Марина Николаевна. да, пожалуйста, Василий Владимирович. Мне вот, тут необходимо отметить то, что многие районы, практически все, они согласовывают свои порядки с органами также прокуратуры, которые согласно делают регламенту в связи с тем, что у нас в этом сейчас идет пандемия, то есть у них сроки немножко удлиняются, поэтому мы отрабатываем с ними, да, без всяких этих карательных санкций. Вот мне внесли сейчас информацию, да, уточненную, согласно которой у нас на сегодняшний день подписали 5 муниципальных районов соглашения, да, это Булунский, Горный, Кобяйский, Алекминский и город Якутск. 24 района у нас на сегодняшний день документы находятся в министерстве на этапе подписания, и 16 муниципальных, то есть порядков муниципальных образований отправлены на доработку из-за ошибок. После исправления они будут вновь внесены на проверку Министерства сельского хозяйства. Ага. Вот я, например, сейчас вижу, у нас в ВКС участвует Амгинский улус, Момский улус. Они не прозвучали в перечне эти 5 улусов. Вот Амгинский улус, здравствуйте. Хочу вам задать вопрос. Пока что я слышу, что вы соглашение с Министерством сельского хозяйства не подписали. С какими трудностями вы столкнулись в ходе подготовки данных соглашений? Есть ли таковые? И если есть, что они из себя представляют? Амгинский улус, пожалуйста, представьтесь, кто у нас участвует, и ждем от вас комментарий. Амгинский улус, вы меня слышите, да? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Слышно очень хорошо. Добрый Да, глава улуса Николай Архипович Архипов. Так, мы соглашение со своей стороны, все данные рассмотрели, но тут у нас есть нюансы, которые... У нас идет увеличение плана, да? Это увеличение плана у нас не рассчитано. Мы идем на уровне, сделали план на уровне прошлого года, а то, что вот увеличение по растениеводству, нам же надо было в прошлом году отработать по парам, а пары-то не сделаны, а увеличение все равно со стороны Минсельхоза идет. Если мы этот план не выполним, Министерство финансов, когда будет проверка, они при невыполнении плана уже делают штрафные санкции, да? И у нас уже идет списание средств, которые предусмотрены. Поэтому в этом плане идет работа с Минсельхозом, но пока мы, к соглашению не пришли. Поэтому вот такой нюанс. А со своей стороны мы соглашение на проверку отправили Минсельхоз. Так, Василий Владимирович, что там у нас с парами? У нас с каждым районом, я еще раз повторяю, идет доведение плановых заданий по выполнению тех или иных параметров. Необходимо отметить то, что нововведением этого года является то, что мы, кроме финансирования заготовки молока и финансирования сохранения поголовья, мы отправляем в общем котле. И муниципальный район сам имеет право направлять финансовые средства на те или иные направления, которые считает у себя в районе более приоритетными. Но при этом заданные задания, то есть, да, которые заданы муниципальному району, он должен выполнять в полном объеме. Так, ну что-то какая-то демократия. Мне, честно говоря, в это мало верится, что муниципалитет сможет Так, Надежда Иннокентьевна, что вы можете на это сказать? Ну, как пример скажу, допустим, да, вот Амгинский район, он более земледельческий район. То есть часть финансовых средств, которые у нас имеются в общей куче, которые мы по примерным расчетам сделали, и свиноводство, да, и растениеводство, картофелеводство, зерноводство, он может все направить, даже имеет право направить на одно направление, допустим, на развитие зерноводства. Но при этом другие направления, задания, которые мы дали по свиноводству, по картофелеводству, по выращиванию овощей, он должен выполнить также в полном объеме. Так, Надежда Иннокентьевна. Можно дополнить, да? А вот как раз хотела вас попросить. Ага. У нас предоставляется району 5 субвенций. Это 5 полномочий. Финансирование будет производиться по 5 целевым статьям. Поэтому то, что вот Василий Владимирович сказал, что одновременно будут финансироваться по 5 целевым статьям, это верно. Но они все равно будут распределены по этим. У нас, например, молоко пойдет по одной целевой статье. Поголовье у нас идет по другой целевой статье. Табун, растениеводство все в одной целевой статье.
содержание управления сельского хозяйства по другой целевой статье, и северное оленеводство тоже по другой целевой статье. Мгм. Они Так. могут быть профинансированы одновременно, только в разрезе целевых статей. Мгм. Так, значит, ну, я думаю, что практически исчерпывающий ответ. Вот хотела бы также поинтересоваться, Татинское управление сельского хозяйства у нас есть, Алекминский район подключился, и подключились к нам Момский район. Так вот, раз речь зашла о оленеводстве, Момский район, пожалуйста, вы тоже не прозвучали в числе подписавших соглашение. Как у вас дела обстоят? Момский район, вы слышите меня? Так, пожалуйста. Момский район. Подключите, пожалуйста, микрофон. Добрый день. Добрый день. Слышно, хорошо. Говорите. Ага. Вы соглашение подписали и отправили там на доработку. Со своей стороны подтверждаю то, что у Момовского района по порядку все в порядке. Они подписали со своей стороны. Мы думаем, что на днях, сегодня-завтра соглашение с Момским районом подпишем. Ага. Так, Татинский район. Татинская УСХ. Видим вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Григорий Семенович. Мы со своей стороны соглашение передали в Минсельхоз в конце прошлой недели. Но пока еще не подписано. Вот по МЦП там проверку прокуратуру сделали, тоже отправили. НПА. А так, вот по соглашению хотелось бы сказать, у нас завышенные стоят по параметрам. Ага. Согласование прошли вот по отделам животноводства. Ага. Сейчас, ну, еще пока не подписали. Ага. Так, В связи с тем, что имеются разногласия с Татинским районом, соглашение пока не подписано. Дорабатывается в части уточнения плановых показателей. Мгм. Ну, Василий Владимирович, вот такой выборочный опрос как бы навевает на то, что все находится в рабочем процессе. Это, конечно, радует, да, что все уже, никто не говорит, не отказывается, не сомневается, но все в рабочем процессе. Хорошо, тогда движемся дальше. Значит, вот сегодня у нас на совещании принимают участие, вот если говорить о порядке реализации, то там точно сказано, что на основании статистических данных по хозяйственных книг речь сейчас ведем о личных подворных хозяйствах, да, им будет предоставляться целевой, вот то, как говорится, очень резонансный, наши 35 тысяч на маточное поголовье. И вот как раз наши участники значит, задают вопрос непосредственно, значит, Ирине Гаевой, и он звучит таким образом. Ирина, вы видите, да, здесь из Амгинского улуса. Хотим задать вопрос Ирине Клунтарьевне в соответствии с 282 ФЗ и приказу Росстата от 09.08.12 в органы статистики муниципальными образованиями предоставляется отчет по форме номер 14 по общему количеству КРС без указания количества КРС у конкретного получателя субсидии. Каким образом нужно поступить уполномоченному органу в целях удостоверения количества КРС и конкретного ЛПХ? Можно ли запросить у главы муниципального образования форму 14 с разбивкой по отдельным ЛПХ? Ну вот, конечно, здесь сразу сходу мне сложно ориентироваться, но я думаю, что вы понимаете, о чем речь, да? Да, добрый день. Значит, Добрый день. я готова, добрый день, участники круглого стола, я готова проинформировать о том, какая информация, в какие сроки и в какой разрезности предоставляется уполномоченному органу Министерства сельского хозяйства в соответствии с постановлением правительства, постановлением правительства Республики Саха-Якутия 445. Значит, во-первых, я хочу, ну вот для себя мы структурировали ту информацию, которую мы предоставляем, которая необходима уполномоченному органу. Значит, и для себя условно мы разбиваем на два вида информации. Информация по личным подсобным хозяйствам и информация от сельхозтоваропроизводителей. Вот я вот, значит, так и пойду. Значит, информация от ЛПХ. Угу. Значит, каким образом собираем мы ее и, соответственно, что от нас получает уполномоченный орган. Значит, в соответствии с федеральным планом стат работ
так, нам органы местного самоуправления предоставляют информацию по приложению к 14-й форме, это форма федерального статнаблюдения, и информация по ней заполняется на основании похозяйственных книг. И я прям процитирую указания к этой форме 14-й. Значит, в целях предоставления достоверных, верных данных и так далее, рекомендуется проведение выборочного обхода сельских дворов, прежде всего там, где возможны изменения в поголовье скота по сравнению с последней датой их учета. Это речь идет о том, что в федеральном законе о личных подсобных хозяйствах написано, что органы местного самоуправления ежегодно актуализируют данные по хозяйственной книге по состоянию на 1 июля. Мы же говорим, что данные предоставляются по состоянию за год зимой, то, значит, итоги проверок личных подсобных хозяйств, которые, согласно закону, должны осуществляться летом, сплошным обходом, должны в конце года выборочно обойти те дворы, где могут быть изменения в поголовье сельхозживотных. Значит, еще раз, да, значит, форму 14 предоставляют органы местного самоуправления на основании данных по хозяйственного учета. Поэтому еще раз просто хочу обратить внимание, эта проблема всегда была. Мы с 2006 года проводим сельхозпереписи и всегда сталкиваемся с проблемой, что похозяйственные книги ведутся не везде очень так внимательно и тщательно. И как раз вот данные, вот и здесь и могут быть какие-то учеты, недоучеты или проблемы какие-то, потому что по данным по хозяйственной книге, насколько актуальны по хозяйственной книге, настолько верна будет информация по личным подсобным хозяйствам. Это я вот специально отдельно и подробно по ЛПХ. Теперь по сельхозтоваропроизводителям. Это значит, когда речь идет о финансировании по количеству поголовью коров, кобыл и свиноматок. Значит, мы формируем вот эту вот информацию на основании федеральных форм 24 СХ, которая всем знакома, на основании региональной формы, это в соответствии с госконтрактом, заключенным с Министерством сельского хозяйства, эта форма называется 24 СХ РЕК. Далее федеральная форма 3 фермер и региональная форма также в соответствии с госконтрактом с Минсельхозом мы добираем сплошной круг крестьянско-фермерских хозяйств. Это 3 фермера РЕК, то есть 2 формы, 24 СХ, федеральная, региональная, и 3 фермер, федеральная и региональная. И на основании вот этих данных у нас как раз формируется, мы формируем информацию по поголовью коров, кобыл и свиноматок. И, значит, здесь я что хочу сказать. Не единожды были случаи, когда опоздание предоставления статотчетности приводило к тому, что информация по тому или иному хозяйству не попадала в наши данные. Так ведь? А в постановлении правительства нашего прямым текстом прям написано на основании данных территориального органа. То есть все, что включено, то, что вовремя было предоставлено, на основании чего данные были сформированы в целом по республике, по районам, вот эти цифры потом участвуют при распределении финансовых средств. Поэтому я обращаю внимание, у нас присутствует управление сельского хозяйства, внимательно проследите за сроками, тем более под формой 24 СХ форма предоставления была 12 января, по форме 3 фермер 9 января. Поэтому все проверьте, все, что сдали и не сдали, и отработайте с отделом статистики. Так. Тогда теперь такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот сроки, в принципе, практически прошли, да, вот сдача этих отчетов. На сегодняшний день какие улусы еще не сдали эти отчеты? У вас есть такая информация? Нет, сейчас вот к этому совещанию я не готова об этом сказать, но в принципе, мы эту информацию можем вам предоставить. Это раз. А во-вторых, управление сельского хозяйства пускай-ка проверят сами с отделами статистики, сдали или не сдали, и еще раз уточнятся, верно, актуально, полноценная информация предоставлена или нет.
Но это же как в их интересах, насколько будет объективно и актуально предоставлена информация, от этого будет зависеть, как говорится, и объемы получения этой субсидии, и, конечно, значит, обеспеченность, да, вот все ли заявки от ЛПХ будут в полном объеме удовлетворены. Вот эта информация как бы необходима именно для этого. А так как вопрос вот вам адресовался от Амгинского УСХ, от Амгинского УЛУСа, они сейчас у нас на связи. Скажите, пожалуйста, вы удовлетворены ответом? Амга, ответьте, пожалуйста. К статистике вопрос был от Амгинского УЛУСа. Здравствуйте, меня слышно, да? Да, слышно, слушаем вас. Ага, юрист администрации Давыдова. Ирина Кулантарьевна, я хотела задать вопрос вот по форме 14. Нам в уполномоченный орган муниципальное образование предоставляет отчет без разбивки по конкретному ЛПХ. Каким образом нам нужно удостоверить наличие крупного рогатого скота у конкретного получателя субсидии? Можем ли мы запросить у муниципального образования эти данные с разбивкой уже по конкретным семьям? По хозяйствам. Спасибо. Ну, вы, собственно говоря, уже в своем вопросе ответ дали на взаимоотношения между управлением сельского хозяйства района и муниципальными образованиями. Мы никаким образом не оказываем никакого влияния, ни тем паче рекомендаций, как взаимодействовать вам, мы, естественно, не можем. Это ваша зона ответственности. Причем, в принципе, по 14 форме, по ЛПХ я, в принципе, ответ-то сказала. Форма 14 по поголовью, она должна составляться на основании похозяйственных книг. Насколько... Все, я не буду комментировать, да, на основании похозяйственных книг. То есть у вас есть, я прям ответ сказала, да, то есть у вас есть все полномочия, наверное, и возможности проверить, во-первых, перезаложили, перепроверили, была ли проверка летняя, ну вот не проверка летняя, а полный обход всех ЛПХ летом, да, в соответствии с законом, и проактуализировали ли они вот к заполнению, ну, к концу года, короче. Ответ-то есть, собственно говоря. И мы не можем там комментировать, кто кому внутри района может, должен или как предоставлять информацию. Это вне зоны предоставления статотчетов. И еще я хотела бы прокомментировать, да, вот то, что я обратила внимание на сроки, да, я не зря про это сказала, я уже об этом говорила, что не единожды, а потом вдогонку вспоминают. Когда мы требуем отчет, то, ну, некогда не было, забыли, не знали, не услышали, а потом, когда, значит, информация поступает в Минсельхоз, и дело доходит до финансирования, оказывается, мы работали, и поголовье у нас есть. Значит, ну это вы откомментировали, сказали, это действительно в интересах и сельхозтоваропроизводителей, это да, но я при этом еще хочу напомнить, предоставление нам в органы статистики недостоверных статистических данных по формам федерального статнаблюдения – это прямое нарушение, предусмотрено прямое нарушение порядка предоставления статотчетности, и оно предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях по статье 13.19, которая называется нарушение порядка предоставления отчетности. То есть будьте внимательны, потому что, с одной стороны, вы себе вредите, с другой стороны, мы за этим контролируем, за тем, чтобы и нами тоже была предоставлена органам власти и на федеральный уровень, и здесь, на региональный уровень, достоверная информация. Ирина Кулантарьевна, но мы, можно сказать, и ведем тогда сейчас такую профилактическую работу, да? Да, конечно. Не было потом, так сказать, таких страшных, значит, выводов, как ответственность там административная и так далее. Там мы все знаем, что за этим многие следят. Вот сегодня на совещании Ирина Кулантарьевна... Ирина Николаевна, можно я дополню Ирину Кулантарьевну, отвечу на вопрос Амгинского района? Подождите, да. Василий Владимирович, извините, пожалуйста. Значит, Дана Иннокентьевна участвует, да? Ну вот, чтобы мы эту тему закрыли, о том, насколько корректны наши районы в предоставлении этой отчетности, может, Дана Иннокентьевна нас проинформирует, какие УЛУСы у нас в передовиках, а какие УЛУСы все-таки им необходимо мобилизоваться. Так как авансирование в феврале месяце нам Министерство финансов уже обещает, деньги уже пойдут, а отчеты еще сегодня не сданы. Дана Иннокентьевна сможет нам такую информацию предоставить? Так. Так, здравствуйте. Здравствуйте.
Ага, ну, на сегодня, да, я вот еще хотела сразу плюс дополнить тоже Ирину Клунтарьевну, что вот по форме, приложения к форме 14 мы собираем в целом по наследной администрации, да, допустим, без разбивки на отдельное хозяйство еще раз. Это вот сводом все идет. Это вот к вопросу амгинской статистики еще плюс как бы, амгинского УСХ. Так, по отчетности, да, конечно, сейчас уже сроки вот отчетности у нас в январе должны предоставить и форму 24 СХ, и 3 фермер. На сегодня трудно у нас, собираем мы трудно очень северные районы. Это Устьянский район, очень сложно, ежемесячно даже, мы очень сложно от них выбиваем отчеты. Предоставляют Момский район, вот северные районами, а так центральные районы, конечно, мы с ними работаем. И еще я хотела сказать, что мы где-то вот 24 СХ, у нас срок отправки в Москву уже где-то 14-15 февраля, и вот после этого 7 марта мы собираем уже, отправляем в Росстат по всем категориям хозяйств, это с учетом ЛПХ и так далее, да, крестьянских, фермерских хозяйств. И обычно мы в конце февраля направляем в наши районные статистики таблицы для сверки с управлениями статистики, управлениями сельского хозяйства по поголовью на основных показателей, по поголовью, чтобы они еще раз сверились на районном уровне, какие показатели получились. Ну, вот так я хотела сказать. Ага. Анна Иннокентьевна, еще вопрос, который не могу не задать. Вы как непосредственный куратор, каково состояние похозяйственных книг у нас в республике в целом и в разрезе по улусам? Я знаю, что это такой документ, который-то, собственно, ну, не всегда считался самым таким востребованным. Вот каков уровень их состояния на сегодняшний день и как специалисты подготовлены в наследниках, в районах для того, чтобы этот вид отчетности, учета был на высоком уровне? Так, ну, по хозяйственной книге, это введение по хозяйственной книге, это ложится на муниципалитеты, да, на органы местного самоуправления. Мы обычно перед сельскохозяйственными переписями проводили, ну, в некоторых районах проверки по хозяйственных книг, по их заполнению, по их актуализации и так далее. И, конечно, возникало очень много вопросов, что не вовремя актуализируются, потом не все показатели заполняются и так далее. А так, по хозяйственной книге это, по идее, вообще основная книга для сельских населенных пунктов. По хозяйственной книге получают все справки, ну, все, что касается сельского хозяйства, это вот все находится по хозяйственных книгах. Ну, конечно, они должны быть вовремя актуализированы. И, конечно, сейчас еще хотелось бы, чтобы уже в ногу со временем, да, есть уже в некоторых регионах, как я знаю, уже вводят электронные похозяйственные книги, что тоже бы облегчало для работы местного самоуправления. Понятно. Так, спасибо, Анна. Ирина Клунтарьевна, у вас еще есть что-то добавить вот к сказанному? Да, если буквально пару минут, я хочу добавить по хозяйственным книгам. Когда Анна Иннокентьевна отметила, что в круг наших интересов хозяйственная книга попадает только к моменту переписи 2006-2016. Ни в какое другое время мы никаким образом по хозяйственных книг не касаемся, и поэтому сказать, что было 5 лет назад, ну, то есть, что произошло спустя 5 лет назад, как мы проверяли, у нас абсолютно нет никакой информации, но когда мы проверяли 2016 год, то было очень и очень и очень много ошибок, и проверки, подготовка к переписи, как уже многие знают, у нас длится буквально 2 года, и в течение этих 2 лет мы по хозяйственной книге одно и то же проверяли, мы проверяли, как исправляются ошибки, и
извиняюсь, к 2016 году мы подошли все-таки со значительным количеством неактуализированных записей. Надеюсь, что за прошедшие 5 лет ситуация изменилась, потому что это крайне необходимо, подтверждаю или добавляю к словам Каданы Иннокентьевны. Там учитывается не только поголовье, там учитываются земли, там учитывается, какая техника используется, сколько членов домохозяйства заняты вот в этом сельскохозяйственной вот этой деятельности. Ирина Клонтаевна, да, это крайне действительно важный и необходимый документ. Ага. Вас поблагодарить. Мы запрашивали у вас данные сельскохозяйственной переписи 2016 года и своим, как говорится, журналистским опытным путем запросили также данные Министерства сельского хозяйства. И вот вы сейчас сказали, мы не знаем, что там за 5 лет произошло, но мы приблизительно здесь подрасчитали. А произошло, скажем, не очень хорошую сторону, оказывается. Если всего крупного рогатого скота по республике во время похозяйственной переписи сельскохозяйственной перепись 2016 года числилось 244 568 голов, то на сегодняшний день, спустя 5 лет, мы видим, что по данным Министерства сельского хозяйства эта цифра стала 181 090. Убыль составила примерно 25%. Вот. В том числе коров, значит, убыль составила 11%, свиней составила убыль 8,7%, лошадей минус 25%, северных оленей минус 10,3%, увеличилось поголовье только птиц, плюс 15%. Вот. Но, видимо, за счет того, что у нас, значит, личные подворные хозяйства стали активно, вот просто это стало модным сейчас, курятники заводить, у нас даже звезды эстрады курятники заводят, вот за счет этого, видимо, птицы добавилось, а все остальное у нас только в убыли. Поэтому вот сейчас вот с этими цифрами я бы хотела попросить прокомментировать Василия Владимировича. Спасибо, Ирина. Можно, да, я добавлю, извините. Хорошо. Можно я добавлю? Ага. Сельскохозяйственная перепись, когда проводилась, поголовье переписи обследовалось на 1 июля, а на 1 января это уже данные с учетом забоя и так далее. Он, конечно, там по КРС и по лошадям сокращение будет, поэтому немножко некорректные даты. Я согласна, я этим просто хотела обратить внимание на то, что... Все равно тенденции есть сокращение, да. Есть спасибо. Устойчивая тенденция есть на сокращение поголовья, к сожалению, у нас это, во-первых. А во-вторых, опять-таки, если возвращаться к порядку субсидирования, значит, 35 тысяч на маточное поголовье, прежде всего же ведь будут опираться на данные этих похозяйственных книг. И я хотела сказать, что если даже вы подтверждаете, что она может и в ту сторону, в другую сторону, корректно, некорректно, то актуальность еще больше возрастает. Василий Владимирович, спасибо. Что вы хотите? Я хотел тоже сказать то, что сказала Кадана Иннокентьевна, да, то есть эти сравнения на сегодняшний день, они, как бы сказать, несоизмеримы, потому что летом проводить сельхозперепись и сравнивать с зимними данными, когда идет настойловый период, у нас, мы ежегодно потребляем на убой где-то около 70 тысяч голов КРС и лошадей ежегодно. При этом хочу отметить то, что в последние 3 года у нас снижения поголовья практически не было. Да, то есть, если до этого у нас снижение поголовья было в довольно-таки больших объемах, то последние 3 года нам удалось, как мы считаем, стабилизировать ситуацию по КРС, по северным оленям и по лошадям у нас наблюдается вообще рост на последние годы. Вот то, что касается вопроса Амгинского района, действительно форма 14 у нас разбивка и по отдельным личным подсобным хозяйствам нету, поэтому тут необходимо опираться на выписку из похозяйственной книги с подписью главы муниципального образования, для того, чтобы он взял на себя ответственность за то поголовье, которое у него имеется в личных подсобных хозяйствах. Похозяйственная книга – это паспорт наслега, да, то есть мы на основании похозяйственной книги должны проводить все статистические отчетности, да, и на основании этих данных мы будем финансировать в будущем. Также хотелось бы сказать то, что действительно у нас идет на сегодняшний день переход с бумажных похозяйственных книг на электронные. В рамках этого нами разработана специальная программа ЕСЯСХ, да, согласно которой мы
постепенно в течение 2 лет должны перейти полностью на электронный документооборот. В этом случае нам уже не будет необходимости при различных грантах или расчете субвенций муниципальным районам запрашивать у них документы, мы можем все смотреть в единой базе. Поэтому в этом отношении работа нами ведется, да, и в части цифровизации сельского хозяйства тоже. Так, значит, Татинская УСХ пишет, что есть вопрос по постановлению правительства 445. Татинская УСХ, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, у нас такой вот вопрос по постановлению. Там получается 2.1.1 написано предоставление субсидий на поддержку скотоводства личным подсобным хозяйством гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, действующим в соответствии с федеральным законом о личном подсобном хозяйстве. То есть ссылает на федеральный закон. А в федеральном законе в статье 4 написано, в пункте 5 написано максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности. Ином праве граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га. И написано то, что субъект может увеличить только в 5 раз. То есть, получается, личное подсобное хозяйство может иметь только 2,5 га. А у нас, получается, у нас же трава не такая большая, и поэтому больше надо. И имеет больше. Мы по этому вопросу разъяснение давали, поэтому предлагаю Василий Владимирович, у нас Миргустана Николаевна Пахомова участвует, и все-таки раз представители Татинского УЛУСа у нас участвуют, и все-таки вопрос этот, если задают, то он не снят с повестки. Миргустана Николаевна, в прошлый раз на заседании комитета вы дали нам очень хорошее разъяснение, я теперь прошу вас это сделать для более широкого круга. Миргустана Николаевна, заместитель министра имущественных отношений. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. По поводу проведения, по поводу соответствия земельных участков проводимым предоставлению субсидий, мы как раз-таки отработали этот вопрос с Министерством сельского хозяйства. Да, все разъяснения в муниципальное образование были предоставлены. И да, действительно, федеральным законом установлен такой конкретный критерий, как 2,5 гектара, но в настоящее время вот это основание, оно не является, вот этот вот критерий, он не является критерием для включения в реестр единых получателей субсидий, которые у нас осуществляет Министерство сельского хозяйства. Так? То есть это не тот критерий, по основаниям которым люди не могут быть включены в этот реестр. Это первое. И второе, то, что касается самого определения земельных участков, мы понимаем, что граждане получали земельные участки в период, когда еще федеральный закон о личном подсобном хозяйстве не был принят. И земельные участки, они предоставлялись по действующей норме, которая действовала на момент до принятия федерального закона. В республике это было 4 гектара, если кто помнит, да, то есть на одну семью, на члена личного подсобного хозяйства. Вот по этим нормам, в случае, если эти земельные участки были предоставлены, мы считаем, что все было предоставлено в рамках этих норм. То, что касается вот именно применения норм налогового кодекса, то также вместе с Министерством сельского хозяйства мы разъяснения по этому поводу давали, да, по пункту 13.1 статьи 27 налогового кодекса, в части того, что эта норма может быть применена только в случае, если идет во-первых, использование наемного труда, да, в личном подсобном хозяйстве, и также и в случае, если вот эти вот площади не соответствуют тем нормам, которые действовали на момент предоставления земельного участка. Поэтому мы считаем, что вопрос по предоставлению земельных участков, по соответствию или не по соответствию земельных участков у нас решен. А другое дело, что в случае, если земельные участки будут превышать и во много раз превышать, да, эти земельные участки, то да,
здесь вопрос станет вопрос на налогообложение по НДФЛ. И все. Так, ну, я еще раз хочу отметить, что этот вопрос уже депутатами обсуждался и неоднократно, и в профильном комитете. У нас сегодня принимает участие в круглом столе Владимир Михайлович Прокопьев, председатель профильного комитета по земельным и имущественным вопросам. Владимир Михайлович, сможете к нам подключиться? Владимир Михайлович. Так. Пожалуйста, включите микрофон. Ага, ну вот, мне кажется, он параллельно там тоже в каких-то мероприятиях участвует. Так, значит, и, как сказала Нургустана Николаевна, наш закон о личном подворном хозяйстве был принят ранее федерального закона, да, и в связи с этим, конечно, возникает много вопросов. Значит, на последнем расширенном заседании нашего профильного комитета под руководством Находкина Андрея Михайловича этот вопрос тоже рассматривался, и, конечно, мы, депутаты, должны внести ряд поправок, да, Нургустана Николаевна, наш региональный закон. Кроме этого, я вот, пользуясь тем, что вы участвуете сегодня у нас на мероприятии, хотела бы ваше внимание обратить еще на то, что так как закон, он был принят ранее, значит, федеральных нормативных актов, таких как земельный кодекс, например, да, и вот некоторые пункты нашего закона, статьи нашего закона уже, так сказать, вступают в некое противоречие с федеральным законодательством. Вот. Я думаю, что присутствуют юристы нашего аппарата, Государственного собрания Илтумен, я им направляла письмо и просила сделать некий анализ, значит, он сейчас готовится ими, и, значит, о проблемах установления цен заседлости граждан, занимающихся ЛПХ, тоже есть такой момент о том, что здесь указано, значит, соилычное хозяйство, есть такое понятие у нас прямо в законе прописано, да, и, значит, мы его формулируем как вид традиционной формы непредпринимательской деятельности по производству переработки сельскохозяйственной продукции в летнее время называется, да, значит, такого понятия, конечно, как соилычное хозяйство в федеральном законодательстве у нас нету, и, значит, видимо, необходимо исключить формулировку «является одной из форм личного подсобного хозяйства». Ну вот много нюансов таких юридических, над которыми стоит нам поработать депутатам. Вот к нам подключился Павел Валерьевич Ксенофонтов. Павел Валерьевич, приветствуем вас. Значит, вы тоже участвовали на нескольких площадках, на которых мы обсуждали эти вопросы. Хотим сейчас вам предоставить слово, Павел Валерьевич. Ну, можете в целом несколько слов сказать, а можете и конкретно по этим земельным вопросам остановиться. Ну, по земельным вопросам, в принципе, Нургустана Николаевна объяснила, да, работа будет вестись, там, в принципе, более-менее понятно, да. Меня вот в большей степени интересует вопрос по отчетности, да. Но мы обсуждаем в целом, как это все будет проходить, там, и так далее, и так далее. Конечно, пытаемся облегчить людям, чтобы они меньше отчетности предоставляли, но вот у меня вопрос Василию Владимировичу, да, вот со стороны прокуратуры и так далее, консультации у нас велись и с налоговой службой, да, в части того, что вот есть как бы мнение, вот если в законе правильно прочитать, то там идет же возмещение затрат, да, части затрат, возмещение части затрат. То есть логически выходит, что все-таки затраты должны быть, и затраты должны быть доказаны, что они есть, только в этом случае назначается возмещение части затрат. А потом каким-то образом мы перешли к тому, что все-таки никаких отчетностей не надо, надо по хозяйственную книгу брать, и если кто там в список входит, то им сразу как бы перечислять вот эту энную сумму, да, 35 тысяч рублей. Все-таки здесь неясность есть на самом деле. Даже если мы сейчас скажем, что не будем по желанию населения, ну, как бы наших жителей не требовать отчетности, то через какое-то определенное время после освоения этих средств к нам могут быть вопросы. В целом, короче. Вот. И здесь хотелось бы очень осторожно на самом деле действовать, да. Вот у меня предложение какое все-таки. Вот здесь прозвучало касательно, и Василий Владимирович сказал, что программное обеспечение будет делаться, да, чтобы она была наглядна, там, понятна и так далее. Но все-таки хотелось бы всем посоветовать, да,
Василий Владимирович, официально посоветуйте всем, пожалуйста, чтобы все-таки какие затраты есть, чтобы люди фиксировали у себя. Эти затраты надо фиксировать. Это же возмещение части затрат на личное подсобное хозяйство. Поэтому все-таки разъяснение недостаточно, я считаю, что вот по хозяйственной книге, если вы есть, то вы все получите. Вот как вот, Василий Владимирович, вот как вы... Валерий, у нас сегодня на круглом столе также принимают участие представители значит, управления Федеральной налоговой службы. Ну прекрасно, ага. Вот, может быть, они разъяснения тоже дадут. Вот можно сказать, что очень вовремя, в прошлом году, 18 сентября 2020 года, было принято постановление правительством Российской Федерации об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов, в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившим силу там ряда нормативных актов. Мне кажется, вначале нужно заслушать специалистов, представителей Федеральной налоговой службы, как они трактуют вот, пункт 6 данного постановления, в котором так и говорится, что требования предоставления отчетности об осуществлении расходов источником финансового обеспечения, которых является субсидия, предоставляемого в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, устанавливается в правовом акте при необходимости. И этот правовой акт мы сегодня обсуждаем, 445-е постановление нашего правительства, поэтому я хочу вначале, до того, как Василий Владимирович прокомментирует, по поводу этого и так очень много шишек на него упало в эти дни, да, хочу попросить представителей нашей налоговой службы. Сегодня у нас участвует Скрябина Наталья Михайловна, заместитель руководителя, Филиппова Лариса Николаевна, начальник отдела налогообложения юридических лиц, а также Медведева Марина Николаевна, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов управления ФНС. Пожалуйста, кто из вас будет говорить? Пожалуйста, подключите звук, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Наталья Михайловна, наверное, да, начнет? Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Значит, ну, прежде всего, мы бы хотели разделить понятие ЛПХ и сельхозтоваропроизводителей. Да? Для ЛПХ освобождение от налога на доходы физических лиц, как уже выше заметили коллеги из Министерства имущественных и земельных отношений, действительно освобождаются от уплаты НДФЛ личные подсобные хозяйства, которые имеют земельный участок в пределах 2,5 гектаров у нас в Республике Саха-Якутия, не имеют наемных работников, и вся производимая ими выращенная сельхозпродукция, она выращена для собственного производства, и также они могут, в принципе, получать какие-то бюджетные средства из разных уровней бюджета, соответственно. То есть все эти доходы, все, что я перечислила, не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц при двух этих условиях: площадь земельного участка и отсутствие наемных работников. Это по части ЛПХ. Значит, субсидии целевые, соответственно, ответственность за целевое использование этих субсидий лежит на органах местного самоуправления. То есть, если субсидия использована нецелевым образом, она подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц. Это в части ЛПХ. То есть мы начинаем с учета, который определен 112-м федеральным законом о личном подсобном хозяйстве. Я хочу отметить большую ответственность органов местного самоуправления здесь. По поводу хозяйствующих субъектов, сельхозтоваропроизводителей, несколько другая система, но в принципе она похожая. По части субсидий для хозяйствующих субъектов это доходы все-таки, и они могут быть уменьшены на расходы, тоже связанные с этой же деятельностью сельхозтоваропроизводителей, соответственно, разница, она не подлежит налогообложению, да, уже. То есть при любой системе налогообложения, как общая система налогообложения, так и упрощенная система налогообложения, так и единый сельскохозяйственный налог. Так, значит... То есть все-таки
получается, на 35 тысяч рублей лица подсобного хозяйства должны доказать, что эти средства направлены именно на деятельность хозяйства, да? То есть они должны это документально показать, да? Правильно? Да, совершенно верно. Органам местного самоуправления. Органам местного самоуправления. Да. То есть отчетность все-таки требуется. Коллеги, я повторю за кем-то там, да, это ваши взаимоотношения органа местного самоуправления и ЛПХ. То есть, если орган местного самоуправления на себя берет ответственность о том, что действительно это ЛПХ, у них есть по хозяйственных книгах, есть количество крупного рогатого скота, маточного поголовья и других показателей, тут количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел буквально из 112 ФЗ федерального закона об ЛПХ. Если все эти условия соблюдаются и ПАМСУ подтверждает целевое использование этих средств, то эти суммы не подлежат налогообложению НДФЛ. Так, Не в налоговую, обращаю внимание, не в налоговую вы отчетность сдаете или не сдаете. Еще раз момент себе как бы нужно понять, что целевое использование контролирует АМСУ. Ага, так. Тогда получается, что ответ будет держать муниципалитет, но он же на основании чего-то должен отчитываться, да, и как бы либо брать на себя вот эту ответственность о том, что эти средства имеют целевое назначение, целевое использование. Все равно какой-то нюанс возникает, выходит, да, Василий Владимирович? Мария Николаевна, разрешите дополнить Минэкономики? Ага, пожалуйста, это у нас... Татьяна Ивановна Лебедева. Уже давно сижу, слушаю. Думала, когда подключиться. У меня камера не работает, да? Хорошо, слушаем, Татьяна Ивановна. Да, вот в части налогообложения хотела немножко прокомментировать наших коллег с налоговой службы. Что у меня с камерой? Ну, не важно, мы слушаем. Ладно, не важно. Вот действительно, когда муниципалитеты будут на местах оформлять свои нормативно-правовые акты, вот сейчас внимание муниципалитетов, мы хотели бы, вот как Минэкономики, тоже обратить ваше внимание, что когда вы будете готовить соглашение в части предоставления данных субсидий именно получателям ЛПХ, личных подсобных хозяйств, мало того, что у нас два условия, это максимальный размер подсобного хозяйства 2,5 и отсутствие наемного труда, статья 217 налогового кодекса, пункт 13.1, к сожалению, он носит закрытый перечень. То есть там конкретно написано, не подлежат налогообложению, то есть освобождаются от налогообложения доходы физического лица в виде средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, при целевом использовании их на развитие ЛПХ. И далее в скобках, без никаких прочих, без никаких и т.д. идет конкретный перечень. Там, приобретение семян и посадочного материала, кормов, горючего, средств защиты растений и так далее, запасных частей. То есть здесь закрытый перечень в скобках, и на это нужно обратить внимание нашим муниципалитетам, управлением сельского хозяйства, потому что вот это как раз и будет та доказательная база о целевом использовании тех затрат, которые понесли личные подсобные хозяйства. Никаких других не должно быть. Иначе придет налоговая, вас проверит, и эти 13% будут сниматься в доход бюджета. Ну, просто такой комментарий в части налогообложения. Спасибо. Ну, Василий Владимирович, опять мы вернулись к тому, с чего мы начинали. Да, уважаемые коллеги, в принципе, тут необходимо отметить то, что действительно все стороны в этом споре, они правы по-своему, да. Тут мы замечаем противодействие нескольких законов федеральных. Закон о личном подсобном хозяйстве, да, постановление вот это 1492 правительства Российской Федерации, бюджетный кодекс и налоговый кодекс. В рамках чего мы рассмотрели возможности, да, для муниципальных образований, для того, чтобы наиболее упростить предоставление этой субсидии. Я полностью давал расшифровку с указанием на статьи, да, согласно которому, могу еще раз повторить, то, что постановление 1492 от 18 сентября 2020 года, да, об общих требованиях к нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, которые регулируют предоставление субсидий. В пункте 6, абзац 2 написано:
Требования о предоставлении отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 бюджетного кодекса Федерации, устанавливается в правовом акте при необходимости. Муниципальные районы при разработке порядков. Если будут ставить это обязательным условием, это должно быть выполняться. Если муниципальные районы при разработке своих порядков не будут требовать отчетность, то они имеют право не требовать, потому что согласно пункту 2 статьи 78.1 это относится к некоммерческим организациям. Согласно федеральному закону 112 ФЗ о личных подсобных хозяйствах, статья 2, пункт 1. Личное подсобное хозяйство – это форма непредпринимательской деятельности, то есть это некоммерческая организация. Поэтому не подпадает под это требование, и район, муниципалитет вправе устанавливать требования по отчетности и вправе не устанавливать. Это будет зависеть от муниципального района. Так, Василий Владимирович, но муниципальные районы у нас в курсе, что у них есть такая свобода действий? Что-то мне я расшифровку данного направлял в группу управления сельского хозяйства, которая имеется у нас в республике. Поэтому все начальники управления сельского хозяйства всех районов, они в курсе данной информации. Ну, давайте тогда сейчас спросим у Амгинского улуса. Амгинский улус, вот как раз хочу задать вопрос. В том соглашении, которое вы практически подписали с Министерством сельского хозяйства, какой порядок вы у себя приняли? Будете требовать отчет от своих личных подворных хозяйств или нет? Да, хороший вопрос. Мы сами хотим, чтобы проще было, да? Хотим не требовать, а надзорные органы все равно придут потом. И мы боимся Министерства финансов, которые каждый раз при проверке у нас снимают деньги, да? И тот вопрос, который вот раньше первым тоже задавал, там вопрос как-то, ответ скользь получилось. Я сказал, что у нас увеличение плана, да? Финансовые средства не увеличиваются же при этом. Увеличение плана у нас потом пришло, вот в начале года, вот сейчас нам увеличили. Но финансовые средства все равно не увеличиваются. Нам сказали, что можете перебросить с других статей. Это тоже как-то Но мы сейчас конкретно не удовлетворяет нас. Сейчас конкретно говорим об отчетности личных подворных хозяйств. Какой порядок вы у себя приняли? Не будем требовать. Не будете. Амгинский улус требовать не будет. Так, да. а Тактинский улус будет требовать или нет? У нас вот такой вопрос насчет этого. Там, получается, написано в БК РФ 71.2 написано в федеральном законе о федеральном бюджете иным некоммерческим организациям, то есть некоммерческим организациям. Да? А в Гражданском кодексе Российской Федерации написано именно перечень некоммерческих организаций, и он закрытый, ЛПХ там не написано. Так, теперь, значит... Да. Можно пояснить части статьи 78? Хорошо, хорошо, Надежда Никитовна, слушаем вас. Вот у нас субсидия предоставляется по статье 78 бюджетного кодекса и по статье 78.1 бюджетного кодекса. По статье 78 получателем субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. По статье 78.1 получателями субсидий являются некоммерческие организации. И здесь надо конкретно определиться, что личное подсобное хозяйство – это физические лица. Они регламентируются статьей 78 бюджетного кодекса. Поэтому вот Татинский район задает вопрос, да, в части статьи 78.1. Вот поэтому они вот должны ссылаться именно на статью 78 бюджетного кодекса. Потом вот постановление правительства Российской Федерации 1492. Там конкретно в пункте 6 тоже прописывается. Конкретно какие отчетность в первую очередь обязательно требуется. Но отчетность, она разная бывает. Отчетность по показателям эффективности – это обязательное требование, да?
И потом в соглашении, которым подписывается получатель субсидии, это физическое лицо, которое подписывается или управлением сельского хозяйства, да, на уровне района, там должна быть в этом соглашении приложена форма отчетности. По какой форме получатель субсидии будет отчитываться и показатель эффективности, и предоставить отчетность по использованию средств. Здесь в основном, когда у нас личное подсобное хозяйство ставит вопрос отчетности, они все думают подтверждение расходов на основании первичных документов. И вот я подтверждение Василию Владимировичу скажу, да, что как муниципальные образования в своем порядке пропишут, что они будут требовать от получателя субсидии, какие документы, вот так и будет проверка их проверять. Вот Николай Архипович все время ссылается, проверка придет и снимет от нас эти суммы. В порядке, во-первых, должно быть все прописано, какие документы предоставляются, требуются ли первичные документы по кассовым расходам или не требуются. Это должно быть прописано, во-первых, в постановлении главы, во-вторых, в соглашении, которое подписывает получатель субсидии и УСХ, да, на месте, и по какой форме он будет отчитываться. Конкретно так. Надежда Никитина, когда готовилась к круглому столу, и особенно после того, как Василий Владимирович дал последнее разъяснение по данному вопросу, я очень тщательно изучила постановление 445. Но, к сожалению, в нем вот такого подробного разъяснения со ссылками на эти и о том, что вот черным по белому не написано, что как решит УЛУС, так и будет. Вот, к сожалению, либо я неправильно, усвоила этот документ, но я такого, к сожалению, в этом постановлении не прочитала. Почему оно не отражено в таком основополагающем документе, Надежда Никитина? Ой. Именно 445-е постановление – это подзаконный акт, нормативно-правовой акт, который регламентирует расходование субвенций. Это с госбюджета мы направляем на муниципальный район. Когда район принимает нормативно-правовой акт, уже другой, да, о предоставлении субсидий, здесь именно этот порядок регламентируется, во-первых, статьей 78 Бюджетного кодекса, и постановлением Российской Федерации 1492. Надежда Никитина, но все равно я из вашего разъяснения поняла, что это происходит по умолчанию и отдается на откуп, скажем, главы УЛУСа. Вот глава УЛУСа захочет собрать отчеты, соберет, не захочет, значит, этот пункт вводить, не введет, да, но вместе с тем это же постановление утвердило порядок. Вот. И в этом порядке, да, расходование субвенций. Расходование субвенций, и там, из которого я поняла, что отчетность не потребуется. И все-таки для того, чтобы была ясность и все точки над «и» были проставлены, мне кажется, но если постановление уже принято, то, наверное, Министерству сельского хозяйства стоит издать, возможно, свой приказ, который бы, значит, он уже имеется, да? Василий Владимирович, что вы мне показываете? Это не приказ, это вот как раз-таки порядок предоставления субсидий из муниципального бюджета Республики Саха-Якутия на финобеспечение, возмещение части затрат на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйств. То есть мы разработали этот порядок и районам уже направили. Районы взяли его как типовой и на основе этого разработали свои порядки, утвердили. Но только А там есть типовая отчетность указана, да, в этом порядке? Да, по-моему. Да, мы тут написали то, что мы будем требовать только этот результат предоставления субсидий, то есть показатель результативности. Нет, это вы требовать понятно, а вот типовая форма отчетности для ЛПХ, которую вы предлагаете УЛУСам, чтобы они, ну как бы скажем так, однотипно подписывали соглашение с ЛПХ. Там будет, там будет только один показатель, это обеспечение сохранности поголовья коров по итогам текущего финансового года. Кроме этого, мы отчетность от муниципальных образований требовать не будем. То есть муниципальные образования зеркально могут отразить это с ЛПХ и подписать именно такую отчетность, да?
Да. Хорошо. Значит, все-таки я бы хотела услышать голоса с мест. Вот у нас сегодня участвует Момская УСХ, участвует, вот Тата говорила, значит, участвует Сунтарский УЛУС. Будьте добры, пожалуйста, кто-то готов, значит, вопрос задать, либо прокомментировать выступление наших участников. Так, Момское управление сельского хозяйства. Еще есть у нас муниципальное образование «Намский наслег». Кто из вас готов подключиться к разговору? Коллеги? Сунтары? Так. Мария Николаевна, Верхневолюйский можно, да? Да, пожалуйста. Ага, Верхневолюйский УСХ, Варвара Баишева. В итоге получается таким образом. Все-таки предоставление данной субсидии ЛПХ идет по 78 статье Бюджетного кодекса, и таким образом отчетность какую-то мы все-таки должны. Да? То, что дается на откуп муниципальным образованием, насколько я поняла, при проверке Минфина мы все равно будем обязаны подтвердить или же обратно вернуть свои полученные деньги из бюджета муниципального образования. Вот, на данный момент понятно так. Возникает теперь вопрос по поводу того, каким образом будет предоставлен этот отчет, будет ли он с подтверждением первичных документов или в табличной форме по результативности, по эффективности. И если ЛПХ не предоставляет этот отчет, порядок возврата средств, обязательное подтверждение уплаты НДФЛ, если он не подпадает под требования, да, то есть вот эти все моменты, они у нас на данный момент абсолютно сырые, и нам необходимо их разработать. И еще один момент, который касательно вот 112 федерального закона, есть вопрос такой. По земельным участкам единовременно на владение 2,5 гектара на одного гражданина, который ведет личное подсобное хозяйство. И таким образом, если в личном подсобном хозяйстве, там, допустим, 4 члена, умножается ли эта площадь на количество членов, и таким образом площадь может ли быть более 10 гектаров, да? Этот вопрос также до конца у нас неопределенным остается. И кроме того, ну, в части отчетности понятно, да, мы просто, скорее всего, введем, в части отчетности пойдут выписки или из похозяйственной книги, или копии похозяйственных книг. Но есть еще вот вопрос, который касается личного подсобного хозяйства, и есть такой реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей. Да? Но поскольку постановление 445 указано, что мы должны предоставлять субсидии личным подсобным хозяйствам, отвечающим требованиям 112 федерального закона, то есть мы должны этот момент проверить, да, и сослаться на реестр сельхозтоваропроизводителей, в который должны быть включены как дополнительное, да, требование личное подсобное хозяйство, мы не можем. И в итоге получается таким образом, что то, что они будут включены в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, это не определяет то, что они соответствуют требованиям ЛПХ. И, соответственно, на основании, ну, насколько я понимаю, выписок из хозяйственной книги по площади земель за подписью главы муниципального образования мы должны будем все равно при отборе проверить его соответствие не сельхозтоваропроизводителю, а личному подсобному хозяйству по 112 федеральному закону. Вот, Мария Николаевна, можно я отвечу, да? Да, очень подкованный вопрос прозвучал, Мигустана Николаевна. Ну, вопрос такой в том, что в части соответствия, скажем, физического лица на предмет ведения личного подсобного хозяйства. В соответствии с требованиями личного федерального закона о личном подсобном хозяйстве, там стоит требование о наличии земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Требований никаких о площади земельного участка в статье не указано. Поэтому в случае, если у вас есть земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, то это уже критерий того, что вы соответствуете этому федеральному закону. Что касается 2,5 гектар на члена семьи или на все хозяйство, то на этот вопрос мы неоднократно давали пояснение, что это умножается на количество членов личного подсобного хозяйства. Это
На этот предмет у нас есть и разнесение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и так далее. Поэтому каждый раз вот крутить эту шарманку и каждый раз вот это вот пояснять, ну, уже немножко как-то интересно. Что касается, вот есть тут вопрос по зачету, вот, и будет ли площадь земельного участка, которая, ну, если физическое лицо использует земельный участок для сенокошения, будет ли это входить в 2,5 гектара, то я сразу скажу нет, потому что сенокошение – это совершенно другой вид разрешенного использования, и в участке для ведения личного подсобного хозяйства земельные участки с видом разрешенного использования сенокошения не включаются. Только те земельные участки, у которых вид разрешенного использования ведения личного подсобного хозяйства. Поэтому просьба это учесть. Что касается подготовки специалистов на местах, по этому направлению, вы знаете, у нас в каждом муниципальном образовании работают муниципальные учреждения по земельно-имущественным отношениям, и специалисты этих учреждений у нас уже получили установочные разъяснения по этому вопросу. Поэтому в случае, если у вас возникают вопросы, просьба обратиться к работникам муниципального учреждения в части получения, ну, вот, каких-то разъяснений. Если же наши представители будут иметь какое-то затруднение, да, мы готовы с вами это отработать в ручном режиме, так скажем, да, но все соответствующие разъяснения мы, конечно же, нашим муниципальным казенным учреждениям передавали и также готовы отработать с ними. Ну и имейте в виду, что с этого года у нас муниципальные казенные учреждения будут вести учет земельных участков в электронном виде. И, соответственно, все сведения о всех земельных участках, используемых каждым жителем муниципального образования, они будут вносить в нашу информационную систему. Поэтому работа по использованию земельных участков у нас ведется. Спасибо. Тоже готова подтвердить, что этот вопрос неоднократно задавался, но если надо, мы будем еще раз писать. И вот хочу, пользуясь случаем, сказать, что подробный, значит, наш сегодняшний разговор на круглом столе будет опубликован в парламентской газете «Ил-Тюмен», и на нашем сайте Сахапарламент тоже мы опубликуем все вопросы, ответы, которые сегодня поступили. И, конечно же, народная газета «Крым» тоже уделит внимание, выйдет на одной полосе материал по самым актуальным темам. Ну вот, Василий Владимирович, что-то вы хотите добавить, да? Пожалуйста. Я бы хотел дополнить относительно штрафных санкций. Вот у меня почему-то возникает вопрос, что многие муниципальные районы, да, и люди не понимают то, что при непредоставлении отчетности у них эта субсидия возвращается. На самом деле такого у нас нигде нету. Да, и Министерство финансов, оно не будет у вас эту субсидию обратно забирать из-за того, что вы сделали нецелевку. В том же налоговом кодексе, да, 217 статье, которую мы сказали, там четко указано, если вы не предоставляете отчетность, то там не стоит вопрос возврата финансовых средств. Там стоит вопрос о том, что вас будут облагать налогом в размере 13%. И все. То есть на сегодняшний день мы все вот эти вот телодвижения делаем для того, чтобы мы сохранили людям тот НДФЛ, который они должны уплатить в налоговую службу. И все. Министерство финансов обратно эти деньги с районов взыскивать не будет, даже если вы отчетность не предоставите. Главное, чтобы вы выполнили показатель результативности. Если вы не выполнили показатель результативности, и у вас поголовье не сохранится, да, действительно, тогда у вас эти деньги будут возвратные. Так, значит, я вижу, Петр Иванович Попов, это у нас Усалданский улус, да? Ага, пожалуйста, Петр. Добрый день. Ага. Давайте все-таки послушаем еще раз улусы. Марина Николаевна, добрый день, добрый вечер, уважаемые участники совещания. Ну, что касается порядка по отчетности, да, всегда по субсидии, если она предоставляется по 78 статье БК РФ. Мы сейчас уже не говорим про статью 78.1,
По постановлению правительства Федерации 1442 предоставляется возможность права не требовать отчетности об осуществлении расходов, если речь идет о статье 78.1. Но мы уже поняли, что мы субсидии будем предоставлять не по этой статье БК РФ, а будем предоставлять по статье 78 физическим лицам. Когда речь идет о статье 78, требуется две отчетности. Первая отчетность – это отчетность о достижении показателя результативности. Есть поголовье должно сохраниться на 31 декабря, и предоставление отчетности о том, что поголовье сохранилось, это вот достижение целевого индикатора. Это первая отчетность. И вторая отчетность требуется об осуществлении расходов. Тут Надежда Иннокентьевна правильно отметила, что тут как в порядке пропишет муниципальный район, в порядке муниципальный район может прописать, что эти расходы нужно подтверждать первичными документами. Это первое. Второе, как у нас северные районы, по-моему, сейчас делают, это можно подтверждать по-другому. Например, личное подсобное хозяйство в порядке, если прописать таким образом и придумать регламент, в порядке и соглашение о предоставлении субсидий, форму отчетности придумать таким образом, что личное подсобное хозяйство этот расход может подтвердить своей подписью. Он расписывает свои расходы, 35 тысяч рублей, на 5 тысяч рублей я купил сено, 10 тысяч рублей дизельное топливо, 20 тысяч рублей я отремонтировал коровник. И подписывает собственноручно подписью, подтверждает, что он израсходовал на эти средства. И таким образом он вот такой бумажкой, своей подписью подтверждает свои расходы, целевое использование своей субсидии. И в порядке, налоговый кодекс, да, это параллельно существует, да, налогообложение 13%, но для того, чтобы уберечь наше население от уплаты налогов 13%, мы в порядке можем прописать ровно такие же виды расходов, которые прописываются в 217 статья, да, НК РФ, налогового кодекса. Если мы пропишем эти же самые виды расходов, что они являются целевым использованием, и если у нас получатель субсидии подтвердит своей подписью, что он вот эти средства израсходовал на эти цели, и у него земельный участок меньше 2,5 га и работников не будет, соответственно, он еще и будет освобождаться от налогообложения 13% НДФЛ. Вот как-то в сухом остатке всего этого совещания по отчетности, я считаю, для себя понял вот таким образом, и будем в порядке прописывать вот таким образом. Так, это был наш Салтанский район. Наталья Михайловна, как вы можете прокомментировать сейчас выступление Петра Ивановича? Налоговую службу я хочу послушать. Можно, да, вас подключить? Еще раз подключитесь, пожалуйста. Так, налоговая служба. Вы меня слышите, да? Наталья Михайловна, Лариса Николаевна, Марина Николаевна Медведева. Так, можно вас попросить подключить микрофон? Так, но, значит, все-таки мы вернулись к тому, что в полной мере, да, вот сейчас налоговая служба подключилась. Слушаем. Нас слышно, да? Хорошо слышно. По поводу НДФЛ Петр Иванович очень подробно и все правильно говорит, вот прямо буквально все, что мы сегодня хотели донести. Спасибо большое, Петр Иванович. Совершенно четкое и правильное понимание требований налогового законодательства по налогу на доходы физических лиц. Значит, еще раз обобщу тоже в двух словах. Целевое использование у нас смотрят органы местного самоуправления. Соответственно, у нас НДФЛ не зависит от численности поголовья, от планов по ведению, в принципе, личного подсобного хозяйства, то, что контролирует Министерство сельского хозяйства. Все верно совершенно. То есть в ваших соглашениях действительно
целесообразно прописать все, что в 217 статье под пункте 13 написано, 13.1, просто все скопировать и вставить в ваше соглашение. Вот это будет самое правильное и самое верное, чтобы себя не ущемить нигде. По-моему, кто-то уже к нам звонил, я не помню, какой район, мы рекомендовали так сделать, вплоть до пчел все скопировать и вставить в ваше соглашение. Вот, на всякий случай, лишнее не будет. Но в самом плохом варианте, если же все-таки будет установлено нецелевое использование, условно говоря, ЛПХ будет использовать там эти деньги на шубу жене или на поездку в Грецию, условно, да, то здесь уже, соответственно, подлежит налогообложению эта сумма, и нужно представить налоговую декларацию формы 3 НДФЛ. За 2021 год она будет у нас 30 апреля 2022 года, но я надеюсь, до этого не дойдет, и что выданные бюджетные средства будут направлены на целевое использование и в полном объеме будут освоены ЛПХ, соответственно. Всем удачи, спасибо. Спасибо большое. Ну, я думаю... Можно, да, еще добавить? Так вот, Надежда Никитична, извините, пожалуйста, еще бы хотела я послушать, у нас есть... Момский улус подключились вы, да, потому что Северный улус все-таки хотелось бы заслушать хотя бы один, вот у нас он пока что видно, но подключитесь, пожалуйста, Момский улус. Потому что у нас ведь господдержка направлена не только на сохранение, там, не только КРС, коневодство имеем в виду, но и оленеводство представлено, другие там наши виды производства. К сожалению, о них сегодня не прозвучало, но, возможно, мы тогда, если... Но Момский улус как-то категорически не может или не хочет подключаться, да? Так, значит, кто-то еще из улусов, Алекминский улус, вот вы здесь у нас подключены, вы готовы с нами пообщаться? Да, готово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вот буквально приехал с наслега, да? И по разъяснению вот по этим субсидиям, да, вот разговаривал именно с личным подсобным хозяйством. И мы, конечно, здесь все вот знаем бюджетный кодекс, на статьи ссылаемся, но никто не думает почему-то о личном подсобном хозяйстве, которое будет отчитываться. Потому что вот у всех один вопрос у меня. Вы как будете от нас требовать отчетность? Мы ссылку делаем на 78-ю статью бюджетного кодекса, ну и ссылку вот на разъяснение Министерства сельского хозяйства, что у нас индикатором будет именно сохранение поголовья, чтобы минимизировать те отчеты, которые они должны нам предоставить. На сегодняшний день у меня вот на мои личные подсобные хозяйства говорят, мы вообще не будем получать, когда не хотим получить, не будем получать ваши субсидии, пока вы от нас будете требовать вот эту кучу бумаг. Понимаете? Вот это личное подсобное хозяйство, так говорят. Но речь о куче бумаг не идет. Речь же идет о подтверждении поголовья, это на основании... Да, вот поэтому мы разъясняем, вот в нашем постановлении мы будем включать именно отчетность, именно сохранение поголовья на 31 декабря, а не предоставление первичных документов бухгалтерской отчетности. Ну как, удалось убедить? Ну, убеждаем. Так. Но кроме этого больше у вас проблем нет, да? Или есть еще какие-то постановочные вопросы, пользуясь тем, что у нас сегодня очень такой круг самых таких непосредственных участников этого процесса собрался. Какие еще вопросы волнуют алекминчан? Ну, пока у нас по ЛПХ, по остальным порядок у нас утвержден, мы просто существующий порядок внесем изменения дополнительные, которые нам переданы полномочия на 2021 год. Это по зерновым, по заготовке, и остальные порядки у нас утверждены, и этим порядком мы руководствоваться будем при перерасходе этих субвенций. Порядок и объемы вас все устраивает? Это все мы соглашение подписали между Министерством сельского хозяйства и Алекминским районом. Но, конечно, в течение года будут, если какие-то корректировка будет, мы будем внести изменения в это соглашение. Хорошо. Но я думаю, что будем скоро подводить черту нашего круглого стола, поэтому, Надежда Иннокентьевна, я бы вас хотела попросить каким-то образом резюмировать, так как самое большое количество вопросов к вам поступило по линии Министерства финансов.
Спасибо, Мария Николаевна. Я все же хотела еще раз обратиться на статью 78 Бюджетного кодекса. По этой статье идет в первую очередь это финансовое обеспечение, и второй механизм – это возмещение затрат. Если мы в порядке будем писать, что это возмещение затрат или части затрат, то отчетность обязательно по подтверждению расходов. Это значит, бюджетные ассигнования в виде субсидий уйдут только после подтверждения всех расходов. Мы сегодня говорим насчет поголовья КРС, коров, да? В этой части вот нами рекомендуется, чтобы это было финансовое обеспечение. Да, и это надо конкретно определить, и что все районы это поняли. Потому что финансовое обеспечение, оно финансируется до произведения затрат. Вот то, что я хотела в завершении сказать, самое главное, надо обратить внимание на эти два вида. Или финансовое обеспечение, или возмещение затрат. Постановление правительства Российской Федерации 1492, там конкретно написано, если это возмещение затрат, то должно быть дополнительно к отчету приложено все подтверждающие расходы, все подтверждающие первичные документы. Поэтому вот сейчас Министерство сельского хозяйства рекомендует всем районам принять как финансовое обеспечение, это правильный путь, и установить упрощенную форму отчетности. Вот как Петр Иванович очень четко сказал, именно надо нам следовать по этому примеру. Тогда у нас все получится. И потом все говорят, что Минфин приедет, проверит и снимет наши деньги. Но у Минфина есть бюджетный кодекс, есть у нас другие административные законы, да. Но, пожалуйста, не нарушайте, тогда не будет снятия этих бюджетных ассигнований. К этому вот то, что Мария Николаевна сегодня провели круглый стол, большое спасибо и за районы, и за Министерство сельского хозяйства, потому что мы сегодня более четко сказали нашим районам. Так же ведь? И вам большое спасибо. Владимир, просто сегодня у нас уже на руках имеется постановление с утвержденным порядком. Все наши активности и мероприятия, которые проходили до этого, они проходили в рамках совещательных каких-то процессов, которые должны были лечь в основу именно этого документа. И, конечно, в споре рождается истина. Хорошо, что наши сельские селяне рано подняли все эти вопросы. То, что они своевременно обратили внимание и на эти отчетности, и на эти 2,5 гектара, и на другие, значит, порядки, которые легли в это постановление. Вот в первую очередь, конечно, благодарность им. То, что они неравнодушны, то, что вообще кто-то еще на селе хочет заниматься личным подворным хозяйством, разводить крупный рогатый скот, значит, обеспечивать нас молочной продукцией, мясной продукцией. Самые главные наши герои там, на селе живут, и мы все должны ради них это все сделать. И к вам, вот, пользуясь случаем, большая просьба, Надежда Иннокентьевна, хотя, конечно, значит, финансовые структуры на селе подчиняются непосредственно главам, но сегодня главы тоже стоят у начала большого дела, тоже они в чем-то, может, сомневаются и что-то берут на себя такую мега ответственность, я считаю, полномочия им переданы на основе нашего закона, да. И в связи с этим хотелось бы попросить, чтобы ваши коллеги на местах, и вот налоговая служба тоже к вам с большой просьбой обращаемся, они ведут большую работу, свою непосредственную, профильную, но вместе с тем хотелось бы, чтобы они подключились к разъяснительной работе среди населения, чтобы смело выходили через свои редакции районных газет, встречались с представителями наслегов, главами наслегов, провели там им какую-то разъяснительную работу, учебу, если это необходимо, потому что хозяйственная книга рождается у нас в наслеге, из нее истекают вот документы на уровне муниципалитета. И, конечно, мы сегодня видим, что, значит, медленно, но верно мы идем к тому, чтобы систематизировать ту государственную поддержку, которую сегодня наш Илдархан, глава нашей республики Арсен Сергеевич Николаев,
своим, значит, посланием в 2019 году положил начало, и вот через год мы имеем абсолютно новые механизмы поддержки села, скажем так, в целом, да. И заключительное слово попрошу сказать Василию Владимировичу. Вы еще у нас держитесь, вы у нас молодец и боец, несмотря на всю эту борьбу, которая идет вокруг рождения этих механизмов. Я смотрю, вы сегодня очень бодрый, такой весь целеустремленный. Спасибо вам и, конечно, за терпение, за то, что вы все это выдержали. И еще предстоит вам много, наверное, услышать, увидеть и, как говорится, выслушать. Но надеемся, что мы все сообща это все преодолеем. Василий Владимирович, пожалуйста. Ну, уважаемые коллеги, тоже от имени Министерства сельского хозяйства хочу выразить большую благодарность за то, что все мы включаемся. По районам необходимо отметить то, что мы, возможно, со следующей недели, в период, когда у нас только входят в первый год нововведения в части распределения полномочий по муниципальным районам, мы с министром вчера проговорили то, что, возможно, начиная со следующей недели, да, мы будем делать еженедельные планерные совещания с управлением сельского хозяйства, с начальниками, для текущего решения тех или иных вопросов, которые у нас возникают по финансированию, по контролю, по расходованию, по отчетности. Вот, и необходимо всем районам в текущем режиме подключаться к планерному совещанию. Она будет проводиться на уровне или министра, или первого заместителя министра сельского хозяйства. По всем органам, которые у нас на сегодняшний день участвуют, Министерство финансов, экономики, да, ФНС России, статистики, всем передаю огромную благодарность. Особая благодарность Марии Николаевне, да, о том, что вы постоянно держите нас бодрячком вот, и работаете в части интересов именно защиты муниципальных районов по данным районам, по данным нововведениям. Вот, и хотелось также муниципальным районам сделать напутствие, то, что вы на сегодняшний день получили огромную ответственность. Это не только финансовые средства, но в большей части как раз таки это очень большая ответственность обеспечивать развитие производства у себя на территории. И также правильно распределять финансовые средства и определять приоритетные направления развития отраслей сельского хозяйства именно в вашем районе, исходя из территориальных, климатических, возможно, особенностей и исходя из особенностей распределения человеческих и других ресурсов. Поэтому мы на пороге большого начинания. Я думаю, что с каждым годом у нас полномочия муниципалитетов, муниципальных районов будут все больше и больше, и главы соответствующим образом выдержат всю данную ответственность, и со временем мы будем иметь очень сильные муниципальные образования. Всем спасибо. Ну вот и в чате нам пишут, что вот, например, из УСХ пишет: в будущем разъясняйте все заранее подробно. Ну вот и в свой адрес, я считаю, тоже в адрес депутатов это замечание. Но я со своей стороны могу обещать, обязательно Андрею Михайловичу Находкину, председателю профильного комитета, передам, что мы все эти процессы будем держать на контроле, будем стараться оперативно связываться с вами. Далее, значит, Данилова Людмила Юрьевна беспокоится: при проверке Минфина руководители УСХ будут первые страдать. Но все совместными усилиями будем стараться, чтобы руководители УСХ не страдали, потому что им нынче предстоит тоже много работы, и без того много работы. Так что надеемся, что будет результат этим страданиям, и он будет хорошим. И далее Филиппова пишет: УСХ должны проводить разъяснительную работу и работать с главами муниципальных поселений общими усилиями. У вас все получится. И на этой позитивной ноте я хочу завершить наш круглый стол. Я думаю, что сегодня 52 участника у нас вот до конца досидели, дослушали. Я вижу по табло, что много очень и представителей просто общественности, люди, которые неравнодушны к преобразованиям на селе. Действительно, общими усилиями у нас все получится. Народ күйе, көмел күйе, барыгытыгар мақтал, кытыгар, бары үтүйіні, саңа үміт, саңа жылынан, бары доробай, жоллах болум. Мақтал.
Кажется, Кадире. Да.